Майские праздники молодежь республики может провести с пользой. Учреждения культуры Коми приготовили целый ряд сюрпризов. Об этом они рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной Пушкинской карте. Она позволяет бесплатно посещать выставки, представления и даже кино. А потому практически сразу стало популярно у молодежи. Елена Кононова о культурной программе на длинные майские выходные. 9 миллионов рублей. Такой дополнительный доход получили учреждения культуры участники проекта «Пушкинская карта». Национальный музей Коми, к примеру, за первый квартал этого года заработал больше, чем за предыдущие 3 года. Безусловно, эти цифры – доказательства тому, насколько популярна среди молодежи эта программа, подчеркивают участники пресс-конференции. В сентябре было выпущено 22 320 штук карты. С момента старта проекта было реализовано 13 тысяч билетов. Здесь при Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми создан экспертный совет, который оценивает заявки наших учреждений и муниципальных, государственных и частных учреждений, проходит модерацию и направляет на утверждение Федеральному экспертному совету. Эти события появляется возможность посетить эти мероприятия по Пушкинской карте. На сегодняшнюю дату у нас к проекту подключены 44 учреждения. В том числе хотелось бы отметить, что это не только государственные и муниципальные учреждения, но и 4 частных организаций. По Пушкинской карте молодые люди до 22 лет могут абсолютно бесплатно побывать на выставках, спектаклях, концертах. Причем по всей стране. На каждой карте есть определенная сумма. В 2021 году она составляла 3000 рублей, а в этом уже 5000. Но если этот проект активно внедряется в столице и в других городах, то в районах с этим проблема, сетуют руководители театров. Мы тоже очень много ездим, очень много гастролируем по республике. Это действительно десятки выездов, концертов и спектаклей. И, к сожалению, в муниципалитетах практически нигде нельзя продавать билеты по Пушкинской карте. Это очень печально. На майских праздниках театра оперы и балета планируют выехать в муниципалитеты. Впрочем, и столичную публику не оставят без постановок. Молодежь по Пушкинской карте сможет побывать на оперете «Севастопольский вальс», посвященной победе в Великой Отечественной войне. Дата показа 6 мая, днем позже, 7 числа. Еще одно действо, на которое тоже можно прийти по Пушкинской карте. Большой праздничный концерт «Песни весны и победы». Театр драмы имени Виктора Савина тоже приглашает на свои спектакли. Из ближайших у нас праздничных спектаклей это 7 мая «Они ковали победу». Это спектакль-концерт на документальной основе, на воспоминаниях реальных участников, жителей нашей республики. И второй спектакль «Берега». Это спектакль, посвященный герою Советского Союза Николаю Васильевичу Опреснину. Это будет 8 мая. Школьников и студентов ждут в Национальном музее Коми. Пушкинская карта действует во всех его 18 филиалах. При этом в столице республики все отделы музея будут работать с 1 мая по 10 число включительно, без выходных. Относительно недавно у нас открылась выставка, посвященная 350-летию Петра I, Петр Великий, где мы представляем уникальные коллекции. Также несколько выставок – это и «Время побеждать», и «Место силы», которые в истории нашего города и о спортивных достижениях. Ну и непосредственно к 9 мая у нас цикл экскурсионных программ. Традиционно это «Они сражались за Родину», «Письмо с фронта». В Центре досуга и кино «Октябрь» стараются подстроиться под молодежную аудиторию. Здесь для них проводят квизы и квесты. Очень популярны стендапы, и на них тоже можно сходить по Пушкинской карте. Впрочем, май будет богат прежде всего на концерты. Их подготовили как сами сотрудники учреждения, так и студенты колледжа искусств. Праздничную программу «Они сражались за Родину» также представит и Республиканская филармония. Минкультура региона напоминает, что Пушкинскую карту можно получить через портал госуслуг. На это уходит чуть больше минуты. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.